Несмотря на последние трагические события, взбудоражившие общественность и, конечно же, туристов, летний сезон все же идет своим чередом. Пляжи некогда знаменитого на весь Советский Союз и ближнее зарубежье курортного города Гагра и сейчас не пустуют. Яркое солнце, теплое ласковое море, шезлонги, раздевалки, прибрежные кафе, блюда и напитки на любой вкус и карман, разнообразные развлечения. Словом, все здесь предусмотрено для любителей спокойного или же активного отдыха. Что еще нужно для полноценного отдыха на берегу Черного моря? Конечно же, безопасность. Летний сезон в Абхазии в самом разгаре. В Гагре не сказать, что яблоку негде упасть, однако отдыхающих очень много. Пляжи оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха и, конечно же, спокойствие, которое обеспечивает более 100 сотрудников правоохранительных органов. За спокойный отдых местных жителей и многочисленных туристов здесь отвечает гагрская милиция. С мая месяца, то есть с появлением в районе первых туристов, личный состав управления внутренних дел по Гагрскому району был переведен на усиленный режим работы. Профилактические мероприятия проводятся систематически. У нас ежедневно выходят в городе Гагра только 5 патрулей ГАИ, которые патрулируют город. Пеших патрулей 10 маршрутов, которые именно в городе Гагра находятся. Сотрудники правоохранительных органов проводят мониторинг мест массового скопления людей не только в Гагре, но и Пицунде и Бзыбе, а также излюбленные отдыхающими устья холодных речек, коих в районе немалое количество. Они – настоящее спасение для людей в июльский зной. Заезжают, проверяют. По Пицунде у нас также расстановка более 16 патрулей, пеших патрулей. Получается, у нас там 3 автопатруля, которые курируют Пицунскую зону. И по Бзыбе, по Бзыбскому ущелью у нас в каждых, то есть как пляж, в каждом до 19 километра зона ответственности. То есть везде у нас расставлены люди, которые занимаются охраной общественного порядка для того, чтобы с нашими отдыхающими ничего не произошло. Отрадно отметить, что на страже безопасности и спокойного отдыха туристов стоят и представительницы прекрасной половины личного состава милиции Гагрского района. Мы ежедневно патрулируем по 1,5 часа от гостиницы «Абхазия» до памятника по набережной. Обстановка в нашем городе стабильная, отдыхающие купаются на море, все пока спокойно. Помимо суши, Гагрское отделение милиции на водном транспорте патрулирует более 75 километров береговой зоны. Обстановка в целом стабильная. Никаких серьезных случаев на сегодняшний момент у нас не было. Бывают отдельные моменты, где люди жалуются, мы разбираемся, выезжаем на место и так далее. Но чтобы какого-то серьезного ЧП, слава богу, пока нет. Я думаю, и не будет. Потому что мы проводим профилактику, вызываем, беседуем, разбираемся. На сегодняшний день еще раз хочу сказать, что у нас обстановка нормальная. А туристы с удовольствием делятся с нами своими впечатлениями об Абхазии. По счастливым загорелым лицам отдыхающих видно, что их отдых в Абхазии ничего не омрачает. И уезжать отсюда раньше времени они не собираются. Первый раз сюда приехали. Замечательная страна, очень красивая. Море великолепное, горы поразительные. Всем привет. Нравится. Море очень чистое, понравилось. Горы очень нравятся. Люди гостеприимные. Покушать можно везде вкусно. Да, все понравится. Вы раз к нам приехали, вам нравится? Нет, второй раз. Нравится, отдыхаю хорошо. Проблем нет. Вообще супер, замечательно. А я в Абхазии уже больше 11 лет. Очень люблю эту страну. Написала для нее массу стихов. У меня есть песня, которая называется «Абхазия, душа моя». Сегодня мы включали ее на этом теплоходе, на Павле Корчагине. Я очень люблю Абхазию и считаю, что сюда нужно приезжать, потому что такое место, как горы, рядом море, и горы, заросшие зеленью, и замечательные прекрасные люди, которые здесь нас встречают. Это здорово. Атмосфера здесь и вправду располагает к ленивому или, наоборот, активному отдыху. Жаркая погода, теплое море в 25 градусов, легкая музыка, раздающаяся из прибрежных кафе. Одним словом, все располагает к отличному настроению и приятному времяпровождению. На Алакове, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.